Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. Сегодня у нас с вами будут не просто новости, а юбилейный 100-й выпуск. И по вашим многочисленным просьбам я решила посвятить этот новостной выпуск только позитивным новостям из Словении. И надеюсь на вашу особую поддержку, что вы не забудете меня поблагодарить, поставив лайк и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Британский институт качества жизни, впервые, честно говоря, слышу о таком институте, опубликовал список из 250 городов мира, которые могут похвастаться самым высоким индексом счастья. И среди этих городов в этом списке есть 3 славянских города. Сегодня в мире большая часть, 56% людей, живут в городах. Данный список еще разделен на 3 подгруппы, так называемая золотая группа, серебряная и бронзовая. И давайте посмотрим, какие же города входят вообще в этот список. Конечно же, я все не буду перечислять, но самые интересные отмечу. Датский город Орхус занял 1-е место. Далее идет Цюрих. За ним следует столица Германии Берлин. В золотой группе 37 городов. Из них только 5 неевропейских. В эту группу попали близкие соседи Словении. В этой группе австрийские Вена и Инсбрук. Неевропейские города в золотой группе Сеул и Оттава. К сожалению, среди золотой группы лучших городов мира нет славянских городов. Но зато славянские города попали в серебряную группу. И давайте посмотрим, какие же города попали в этот список. Конечно же, это столица Словении Любляна, там, где я и живу. Любляна заняла 84-е место. При этом Любляна обогнала американский Вашингтон. Ну, это отличная новость. 2 славянских города, вошедших в бронзовую группу, это Марибор и Птуй. Я, кстати, еще ни разу не была в Птуе, но слышала, что это очень красивый город. А по вашему личному мнению, как вы считаете, действительно ли города Любляна, Птуй и Марибор лучшие города Словении? Или, возможно, у вас другое мнение на этот счет? Делитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Всемирно известный славянский велосипедист Тадей Погачар одержал очередную победу на чемпионате мира в Цюрихе. Тадей Погачар стал победителем групповой шоссейной гонки в рамках чемпионата мира 2024 по велоспорту, который проходил в Цюрихе, Швейцария. 26-летний спортсмен преодолел дистанцию в групповой гонке за 6 часов 27 минут и 30 секунд. Серебряным призером соревнований стал австралийский спортсмен Бен О'Коннор, который отстал от победителя на 34 секунды. Бронзовую награду выиграл представитель Нидерландов Матье ван дер Пул с отставанием в 58 секунд. Российский велогонщик Александр Власов занял в рамках соревнований 32-е место. Я была абсолютно не удивлена, что славянский спортсмен одержал победу в этих соревнованиях. Но меня очень удивило, что российские велогонщики были допущены до этих соревнований. Оказывается, Международный союз велосипедистов решил допустить российских велогонщиков до этих соревнований под нейтральным флагом. Интересный факт, что Тадей чуть не проспал соревнования. Он ставил будильник аж 3 раза и 3 раза автоматически выключал. И только благодаря своей подруге Уршке, которая его разбудила, он в последнюю минуту успел на эти соревнования. Европейская комиссия раздаст 35,5 тысяч бесплатных железнодорожных билетов в рамках программы Discover EU. Благодаря этой программе молодые люди, рожденные в 2006 году из стран Евросоюза и из стран, участвующих в программе Erasmus+, могут бесплатно путешествовать на поездах по Европе в течение 1 месяца в марте 2025 года. Так что учтите, планируя свои маршруты путешествий, в марте 2025 года все поезда будут переполнены подростками. Инстаграм заполнили фотографии славянского полицейского, держащего на руках маленького дикого кабанчика. Этого молодого маленького кабанчика, отбившегося от своей семьи, встретили на дороге. Но, к счастью, кабанчика спасли полицейские. Надеюсь, что кабанчик не разнообразил меню ближайшего ресторана. Друзья, позитивные новости подошли к концу,
Но, к счастью, у меня еще много негативных новостей, которые я вам расскажу в следующий раз. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от +7 до +18, облачно с прояснениями. Спасибо, Алиса. Хорошее слово. Люблю, когда мне его говорят. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!